Ильдар, у нас такая интересная тема. Мы расспрашиваем про харам-халяль. Что ты знаешь об этом? У мусульман есть такие простые понятия, как харам и халяль. Харам– это то, что запретным является, халяль– это то, что дозволенным. Однозначно алкоголь– харам, есть свинину– это харам. Также еще, например, заниматься ростовщичеством– это тоже относится к хараму. Но это лишь самое простое, я перечислил. Ну, а халяль, ну, что дозволено? Халяль– это молитва, пост, это все халяльно, хадж, все, что связано с религией ислам, это халяль, общение с родственниками, это халяль, укрепление родственных связей, потому что, как сказано в Коране, что тот, кто рвет, разрывает родственные связи, с тем разрывает Аллах Всевышний. Поэтому родственные связи, они очень важны, тем более вот в такое нелегкое время. Халяль, наверное, это устраивать мероприятия в штабе татар, это полезно, это правильно, нужно для приумножения, так сказать, нашего наследия культурного, для сохранения татарской нации, для увеличения демографии татарской. Ну и в том же духе. Там еще сотни примеров можно перечислить, что халяль является. Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь о хараме. Про харам и халяль знаем много достаточно. В хадисах все написано, в Коране кое-что есть. Например, в штабе замечаю, многие молодежь не замечают, кушают левой рукой. А нужно кушать только правой рукой. Левой рукой немного для другого предназначено в исламе. Потом, например, мужчинам нельзя чистой шелковой одежду, халаты, например, на шелковой постели спать. Потом мужчинам запрет харам на золото одевать, например. Чтобы не было из золота, цепи, кольца. А как ты думаешь, с чем это связано? Аллаху алям, Аллаху лучше известно, так написано в хадисах от нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А ты сам соблюдаешь все эти правила? Альхамдулилля, да, все стараемся соблюдать, все изучаем, читаем пятикратный намаз, все соблюдаем по сунне. Что ты знаешь о харам-халяль? Первое, это, например, ширк, харам, запрещенное. Затем это прелюбодеяние, тот же алкоголь, свинина и такие дела. Мат тоже запрещен. А ты знаешь, что еще нельзя употреблять, кроме алкоголя и свинины? Да, конечно, из харамной, считается свинина в первую очередь, потом мясо осла и мясо собаки. Вот это считается грязные животные, их нельзя кушать. Также, конечно, алкоголь в запрете. Самое запретное, конечно, это ширк. Номер один из запретов. Это ширк, это многобожие, гадание, колдовство. Все вот в этом роде. А знаешь ли ты, что запрещено? Запрещено употреблять наркотические, одурманивающие психотропные вещества. Это харам однозначно. Ну и, наверное, девушки у меня многие съедят, но харам также является и открывать свое тело, то есть ходить там полураздетой. Но это уже, как говорится, зависит от веры, убеждений. Если девушка, если светская, она к этому спокойно относится. Если девушка религиозная, она, соответственно, покрытая ходит. Я сам человек, наверное, светских мировоззрений, у меня светское образование, работа обыкновенная, в мечеть ходить стараюсь по пятницам, и пятница свободно, иду на джумай. Религия в моей жизни присутствует, но не то, чтобы для меня это самое важное, Но это все в комплексе у меня идет. Поклонение Всевышнему — это и выполнение столпов ислама, и отношение к окружающим, поступки, дела — это все и есть ислам, поклонение. Молитва, поступки, отношения, забота о родителях. Как-то так. А ты знаешь, что такое зина? Конечно, зина – это один из самых больших грехов в исламе. Это вступление в интимную связь, не находясь в никахе. Ты знаешь, что есть харамные профессии? Как ты думаешь, какие?
Харамные профессии, ну, с точки зрения ислама, ну, харам все, что связано с какими-то харамными услугами. Вот, например, там, продавать там какие-то вот услуги. Какие? Это, ну, товары с пошлым содержанием. Это харам однозначно. Но я называть не буду там, как бы. Ну, вот вы знаете, в исламе, например, насколько я знаю, есть запрет на изображение живых существ. То есть памятник с изображением человека является харамом. И, например, рисовать на полотне, на холсте живых существ, как бы. Вот, то есть это ислам не одобряет. Расскажешь, что можно, а что нельзя? Ну, тут простой закон. То, что прописано в религии, то можно, как можно. То, что прописано в религии как нельзя, то нельзя. А то, что не прописано в религии как можно и нельзя четко и объективно, то над этим вопросом уже работают факихи, имамы и так далее. Под категорию харама в еде попадает все мясо, которое было зарезано неправильным. Чтобы правильно зарезать мясо, нужно сказать «Бисмилля» или «Аллаху Акбар». И правильно при этом резать. То есть нормально нож использовать, не пугать животное, то есть гуманно относиться к нему и так далее. Ну, все продукты, которые содержат животное происхождения ингредиенты, и они были зарезаны неправильно, то они будут считаться харамными, в том числе свинина, в том числе говядина, а не любая животная продукция. Вообще под категорию харам попадает все запреты ислама, их можно так и описать как запретными, как и так далее. Вообще, если кратко изъясняться о сути харама и халяля, то это, знаете, это как цветок, который красиво воздвигается над клумбой инструкции добра и зла. Этим цветком как раз-таки является справедливость. Та фундаментальная основа, на которой как раз-таки стоит ислам, в отличие от других религий, которая пронизывает все области, все сферы жизни и при этом обязывает мусульман к тому или иному, к одобряемому и обязывает к порицанию порицаемого и так далее. Ведь мораль вообще, она в исламе, как вообще в теологии, она объективна, она основывается на четкие доводы, которые к нам дошли с помощью откровения нашему пророку Мухаммаду мир ему. И в таком случае возникают многие вопросы уже к обычной светской морали. А насколько она субъективна? Возможно ли вообще использовать субъективистскую позицию того, что мораль субъективна, вообще построение общества? Может ли благо быть добром и злом? Может ли благо вообще иметь смысл? Потому что ни Сократ, ни Платон, они не задавались таким вопросом и не отвечали на этот вопрос, имеет ли это смысл. Имеет ли вообще бытие смысл? Они обозначали бытие как просто благо. Но благо же не может быть смыслом само по себе, потому что мы знаем, сколько примеров люди стремятся к благу, но либо они его достигают, и потом они все равно остаются недовольными, либо они его вообще не достигают. Поэтому хорошим вопросом становится, а может ли вообще благом быть единственным жизненным ориентиром и так далее. Нет, конечно же, единственным жизненным ориентиром может быть только справедливость. А эту справедливость где вы возьмете? Определение справедливости, понятие, что является справедливостью, что является добром и злом. То есть это все фундаментальные принципы, они все прописаны в теологии.